вышли с рейдом, хотели уточнить, у вас поставка воды сейчас идет, насколько она налажена, насколько хорошо вода идет. Хотели бы уточнить у вас, довольны вы этим или нет. Сотрудники Ингушрегионводоканала начали рейд с отдаленного района Барсуков. Пару месяцев назад на этой небольшой улице хозяева жаловались на полное отсутствие водоснабжения. После полного оснащения водозаборных станций и скважин эта проблема должна была решиться. Сейчас последние месяца два, так более-менее она идет вода. Вода пошла. Теперь еще один важный момент. Платит ли население за предоставляемую услугу? Тимур Умаров, уставший от дефицита воды, еще летом заявил о том, что полностью будет оплачивать квитанции за воду, если проблему наконец решат. Обещание он говорит, что полностью сдержит, и уже через месяц от него поступит первый платеж. Теперь ему осталось определиться, ставить счетчик, либо платить за норму потребления воды на человека. Счетчику нагас счетуди, драма хацутуй, счетчик да вот таки нагасан, нагасан, ну кахули, конечно, лишний кабик взял лишний чигус. Хочем канок ярс оплатить. На сегодняшний день стоимость куба в Назрановском районе составляет 20 рублей 74 копейки. Установленная норма потребления 7 кубов в месяц на одного человека. Если посчитать, то семья из 3 человек будет платить в месяц 435 рублей и 35 копеек. Если сравнить стоимость с подвозом воды, то она ниже в 8 раз. А при установке счетчика хозяин дома может сам регулировать объем потребления. Также в ходе рейда сотрудники Ингушрегионводоканала заехали и на улицы, находящиеся в самой низкой точки села, где вода шла без перебоя все лето. Учителем работает в школе, как, сколько я помню, у него всегда льготы были насчет воды оплаты, и насчет газа, насчет воды всего. А насчет поступления воды даже во всем селе, когда воды нет, у нас вода есть. Настаивать на том, чтобы абонент предоставил документы, сотрудники Ингушрегионводоканала не стали. Жители частного дома предупредили, это не последняя проверка. В следующий раз ему нужно будет иметь на руках все нужные бумаги. Где вы оплачиваете? На почте. На очереди у проверяющих улица Алханчурская. Здесь долги жителей составляют от 2 до 30 тысяч рублей. К примеру, у Айшат Ужаховой задолженность составляет 2500 рублей. Но Айшат заверяет, что все оплатила своевременно, есть квитанции. Как нам позже объяснили, эта ошибка произошла из-за задержек на почте. В целом в Барсуках водоканалу задолжали около 85% жителей. Люди игнорируют платежи, а это значит, что последуют проблемы с подачей воды в дома граждан. Те же самые насосы стоят определенных средств. Их замена осуществлялась на внебюджетные средства. Ингушские водопроводные сети недавно были признаны ветхими, с чем связаны частые порывы. Хорошая собираемость коммунальных платежей позволит наладить техническую базу. Сотрудники водоканала составили график рейдов. Если сегодня они были профилактическими, то в следующем месяце тех, кто не платит, собираются наказывать рублем. В течение этого месяца было время прийти, разобраться, выяснить, была оплата, не была, там, сумма задолженности установить достоверно. Если вы этого не сделали, мы уже через месяц приносим уже непосредственно по зложным, в основном по ним будем проходить, неплательщикам уже эти досудебные извещения вручить. Опять же, немножко время, опять мы идем навстречу этому абоненту, опять мы подождем какой-то определенный период времени, но уже потом будем подавать в суд. Если у абонента крупная задолженность, то он может прийти в Назрановский водоканал, чтобы подписать мировое соглашение, которое позволит оформить рассрочку на 4 месяца. Эта мера позволит погасить счета потребителей. Тамара Хшагульгова, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.